Здравствуйте, с вами главный редактор СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» Олег Желнин. Мы находимся в правительстве Якутии. За мной проходит заседание Координационного совета по предпринимательству главы Республики Саха-Якутия. В повестке дня ряд изменений в работе Координационного совета и принятие определенных решений. А далее глава ответит на вопросы членов Координационного совета. По своей фабуле, что такое Координационный совет? Это экспертно-совещательный орган. Когда правительство, например, готовит какой-то законопроект, да, который отправит в ЛТУМЭН, или готовит какое-то положение, которое затрагивает интересы малого и среднего бизнеса. В чем смысл Координационного совета? Чтобы этот документ сюда поступил, чтобы его предприниматели посмотрели, увидели, что их ожидает. Если там какой-то ужас-ужас, то высказали свое мнение, как исправить или вообще не принимать и так далее. То есть давать оценку нормативным актам, давать оценку работе властей, заострять какие-то вопросы. Вот есть проблемы у какого-то там сферы бизнеса, которые они не могут решить сами, которые не могут докричаться, вот выйти на главу, рассказать ему, попросить его обратить внимание, оказать помощь. Вот в этом суть Координационного совета. Вот, в первую очередь, на мой взгляд. То есть это экспертно-совещательный орган. И вот, в общем, он должен давать экспертные заключения и давать советы. Вот для чего он нужен. Для этого главное, чтобы люди, которые входят в состав совета, не молчали. Чтобы они не приходили посидеть за столом, терпеливо ждать, пока все закончится, зато побыли на глазах у главы, а чтобы они поднимали вопросы, будировали темы, ставили задачи. У нас получился, что вот новый Координационный совет при новом главе республики, он получился очень большой, больше 60 членов. Но почему он такой большой получился? Потому что мы дали представительство всем 35 улусам. Жизнь показывает, что если хочешь, чтобы дело не ладилось, собери побольше людей. И в итоге сформировался большой и очень неповоротливый совет, который собирается раз в 2 месяца, а жизнь-то не стоит на месте, все быстро меняется, какие-то вопросы появляются, надо их оперативно решать и так далее. И тогда появилась идея внутри совета создать президиум Координационного совета, который будет выполнять роль рабочей лошадки, то есть который будет готовить документации, который будет оперативные совещания там проводить, представлять позицию Координационного совета в тех или иных органах власти и так далее. В общем, вести текущую работу. Естественно, с одобрения и разрешения совета. Ну вот, собственно, мы подготовили соответствующие изменения, то есть соответствующий проект регламента, соответствующую инициативу оформили, как нужно, вот этого президиума, и предложили ее сегодня утвердить. Как видите, ее поддержали коллеги, ее поддержал глава республики, был тут же сформирован состав президиума, и он теперь начнет работу. То есть президиум будет собираться хоть каждую неделю, но не реже 1 раза в месяц. Я думаю, что результат толк будет. Ускорится работа совета. Вот. Есть предложение, как держать. Коллеги, на самом деле, назовем их так, нам для более активной работы нужен боевой координационный совет, так, а не аморфный орган, который мы вот большими, скажем так, усилиями собираем расклад. Нет возражений? Кто за, прошу голосовать. Прочитать. За против не будет же. Обедин, Кычкина, Котенко, Старцева, членов Саагадзе. 6 человек. 6 человек. Коллеги, предлагаю утвердить результаты голосования. Членов президиума Координационного совета. Кто за, прошу проголосовать. Против, воздержался, принято. Ну, реорганизация совета коренная, то, что мы все-таки сделали какой-то компактный президиум, который будет решать оперативные вопросы и направлять деятельность, потому что в противном случае один я занимался этими вопросами, это было неправильно. И этот рабочий орган, думаю, усилит деятельность нашего Координационного совета, раз. Во-вторых, вы видите, прогульщиками мы разобрали все-таки. Вопрос кворума у нас часто звучит, вопрос активного участия в работе Координационного совета часто звучит. Я думаю, это взбодрит остальных членов Координационного совета в своей работе. Идея освобождения малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке от налогов на 5 лет. Их доля в бюджете региона незначительна. Вот. Мы пока никаких таких решений у себя не видим, принимать их не собираемся. Вот еще раз говорю, налоговая нагрузка на малый бизнес, она у нас должна быть такой степени, какая есть, она должна и сохраняться. Очень много вопросов по интернету в улусах. Это работа и кассовых аппаратов. Это вообще работа сейчас без интернета невозможно. Вот в этой части я хочу вас еще заверить, что правительство республики совместно с Ростелекомом и с другими крупными компаниями телекоммуникационными мы будем реализовывать проекты достаточно быстрого проникновения от Талахна, в том числе и в северные районы, до Колымы. Но здесь, еще раз говорю, что время оно все равно там
не месяц, не два, это годы и годы, вот, а людям работать надо сегодня. Поэтому, конечно, ваши интересы я здесь тоже буду защищать. И все-таки витает в воздухе проблема и идея создания гильдии легального бизнеса. То есть мы хотели бы легальный бизнес, чтобы начал бороться с нелегальным. Для этого как-то его надо поощрить, как-то вооружить. По борьбе с нелегальным бизнесом. Ну, вы мою принципиальную позицию в этой части знаете. Я всегда выступал и выступаю против нелегального бизнеса. И любые шаги легального бизнеса, в частности, там, формирование гильдии легального бизнеса, принятие еще каких-либо нормативно-правовых актов у нас на территории республики, я буду поддерживать. Вот. Я за то, чтобы легальный бизнес у нас полностью поддерживался, а нелегальный искоренялся. По алкогольному законодательству, та проблема, которая сегодня у нас возникла, она имеет несколько таких аспектов. Ну, во-первых, распространение контрафактной продукции, о которой мы тоже знаем. Мы здесь с МВД ряд мероприятий проводим и будем проводить. Так, мы сейчас уже направили сигналы для усиления их работы в Алданском районе. Там специальная группа направлена, уже работа начала. И в других районах то же самое будет. Что касается вот бесконтрольного открытия так называемых там, знаете, топ-баров, ЖКФ и так далее, там, ну, сейчас, видите, Государственная Дума примет решение, что там по этой площади должно быть не менее 20 квадратных метров. Да? Пишут же везде, что вот, все, правительство разрешило, там везде в многоквартирных домах продавать там пиво и виноводочные изделия. Там Джорджия площадь. Но самая же важная оговорка забывает о том, что для этого что должно быть? Согласие жителей этого дома. Если будет согласие, будет такой магазин, так или кафе. Не будет такого согласия, ну, значит, такого объекта и не будет. И все-таки Арсений Сергеевич поддержал идею, то, что мы должны создать, ну, дело, наше лозунг, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Легальный бизнес, если хочешь бороться с нелегальным бизнесом, должен вооружиться. Мы просим у исполнительной власти для этого какую-то полномочия. Мы сейчас будем смотреть, чем же их вооружить и чем же их поощрить за это. Юрий, передайте, пожалуйста, слово. Федор, пожалуйста, спасибо. Коллеги, разрешите, пожалуйста, вернуться к теме бренда, сделанного в Якутии. По мере возможности дать бы ценность этому слову, этому слогану, бренду, чтобы, может быть, даже дать научную ценность, что такое сделано в Якутии. И действительно был, чтобы системный подход и даже в части маркетинга. И также мой любимый НДС, любой предприниматель или любое изделие, которое готовится в Якутии, сейчас оно готовится пока на уровне малого бизнеса, однозначно нет НДС. Если даже мы будем выходить на Россию и в вине, вот на международные отношения, однозначно вот эта часть тоже нужно будет. По бренду, сделанному в Якутии, конечно же, надо нам всем поддерживать и бизнесу, и органам власти, и муниципальным, и региональным, для того, чтобы на самом деле качество тех товаров, которые идут под этим брендом, оно у нас реально было высоким и соответствовало самым высоким и российским, и международным стандартам. В этой части я считаю, что Минпреду, конечно же, надо совместно, и в том числе и с торгово-промышленной палатой республики, эту работу проводить, ну и с другими ассоциациями, в том числе с Деловой России, Опорой России. Поддерживать надо и дальше как развивать, ну, подходы давайте выработаем и будем продвигать это дальше. Уважаемые коллеги, я хочу сказать от лица производственников. У нас рынок таких предприятий небольшой. Проблема в чем? Нет системы заказов. Работаем мы в ЖКХ, допустим, да, если это еще понятно было. Можно планировать было работы, развитие, современное оборудование, современные технологии. А вот этого нет. Как быть? Мы можем соответствующее поручение Министерству промышленности и геологии, как отвечающий за развитие промышленности агрегатором, а потом в контакте с отраслевым министерством обобщить перспективный спрос. Спрос не увеличится, но он будет вам более понятен и прогнозируем на год-два, чтобы вы могли сглаживать пики или падения для того, чтобы планировать производственный процесс. Будем переходить в ближайшие годы, все-таки в связи с тем, что у нас и бюджет становится более такой прогнозируемый и долгосрочный, и бюджетный кодекс все-таки в этой части тоже меняется, мы сможем уже в ближайшее время переходить на долгосрочные контракты бюджета. Соответственно, наши обязательства будут уже не на 1 год, так, а по меньшей мере на 3 года, так, тысячи стоит бюджета. Ну и, конечно же, вот наши предприятия, в том числе с государственным участием, мы будем, конечно же,
в дальнейшем в рамках системы совершенствования управления этими предприятиями все-таки более долгосрочное планирование в части производственных программ делать, и с тем, чтобы как раз малый бизнес, в том числе через наши деловые объединения, в том числе через координационный совет, получал уже информацию о тех возможностях, которые предприятия республики с госучастием будут малому бизнесу предоставлять. От имени гильдии ювелиров и огранщиков Республики Саха-Якутия хотела бы сказать, что тот законопроект, о котором я говорила на встрече с вами, Алексей Сергеевич, в марте, о возвращении плановых проверок ювелирно-хранильной отрасли, оно как бы уже принято, он уже не законопроект, а закон. А второе сейчас во втором чтении находится увеличение штрафов 50 раз во втором чтении. И с этой точки зрения хотелось бы как-то, чтобы парламент, наш, исполнительные органы проявили большую активность, работали именно в создании благоприятных условий функционирования нашего ювелирного и хранильного производства. Это как бы желание. Но вы знаете, что я тогда отрицательное заключение один из немногих глав субъектов дал на этот закон. И сейчас готов тоже подключиться. Так? Но вместе с тем логика наших законодателей, она иногда очень такая. В этой части я согласен с вами, что надо или количество проверок увеличивать, так или другое. Так у нас и то, и другое. Хорошо, спасибо за то, что напомнили. Я с Денисом Валентиновичем вопрос поднимаю. Был запрос также по возвращению на НВК Саха передачу о предпринимателе. Я считаю, что здесь, Владимир Викторович, вообще абсолютно не проблема. Надо эту передачу возвращать и каким-то образом ее, может быть, расширять даже. Да, Вот я, например, сегодня уточнил по ситуацию с выпадающими доходами бюджета и города Якутска по УСН. И я очень рад тому, как прозвучал ответ премьер-министра. Он заявил, что объемы, то есть все выпадающие доходы будут в полном объеме компенсироваться по факту. Это же хороший вопрос, хороший ответ. На этом заседании не было уполномоченным по правам предпринимателями Якутии, омбудсмена. Данная проблема, я думаю, скоро будет решена. Тем не менее, Координационный совет при главе Республики Саха-Якутия принял ряд решений, которые позволят развить законодательные инициативы в сфере предпринимательства Якутии.